Информацию о готовности работы оперативного штаба в празднике представил исполняющий обязанности министра промышленности и цифрового развития республики Муса Аплиев. Он сообщил, что с целью организации исправного функционирования всех снабжающих систем с 31 декабря по 10 января, согласно утвержденным графикам во всех органах исполнительной власти Ингушетии, а также в ресурсоснабжающих организациях ведомственными приказами назначены ответственные сотрудники. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрено круглосуточное дежурство ремонтных бригад, диспетчерских служб, оперативно-выездных бригад, дежурных подстанций, производственных отделений филиала Россети Северный Кавказ, Ингушэнерго и компании «Газпром газораспределение» Назрань. Штаб будет осуществлять посменно круглосуточное дежурство с 9 утра до 21 вечера, а также с 21 до 9 утра. По приему обращений населения о перебоях в электро- и газоснабжении. Обращения от граждан будут приниматься на горячую линию по телефону 55 14 23 и 8 928 747 75 44. Информация о работе оперативного штаба размещена всех возможных интернет-порталах и сайтах в целях доведения до населения. Кроме того, в целях обеспечения бесперебойного газоснабжения в республике в указании рабочих дней правительством Республики Ингушетия поручено по всем службам топливно-энергетического комплекса перейти на усиленный режим работы и обеспечить круглосуточную охрану объектов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации предусмотрено круглосуточное дежурство ремонтных бригад для предупреждения аварийных ситуаций, подготовленных бригадной автомашины, спецтехника, аварийных запасов материалов и оборудования. Также к выезду для устранения технологических неисправностей и ликвидации нарушений электроснабжения по мере необходимости готовы задействовать по филиалу АО «Россети Северный Кавказ» 13 бригад в количестве 47 человек и 9 единиц автоспецтехники. По АО «Газпром газораспределение Назрань» 12 бригад и 60 человек, а также 12 единиц автоспецтехники. В свою очередь Владимир Сластенин поставил ряд задач по работе в праздничные дни. В частности, отметив, что контролю за бесперебойному энерго-, водо- и теплоснабжению будет уделено особое внимание. Никаких накруток на ценах не будет. Не-не-не. За билет у нас остается 1 января. Люди приходят, в машину садятся и говорят, а вот стоит в 2 раза дороже сегодня прайс. Владимир Владимирович. Нет, не поднимут. Все, тогда вы тоже за этим смотрите. Да? И, ну, естественно, ковид, обработка автомобилей, обработка. Обращаюсь также к главам, значит, до 19 все мероприятия у нас принят указ. Значит, массовые мероприятия у нас совсем отменены, все на праздничные дни, выходные дни. Ситуация у нас остается напряженная с ковидом. Я тоже к главам обращаюсь, значит, вот сейчас указ подписан, 26.1 надо проводить рейды на предмет соблюдения. Будет достаточно жестко проводить рейды наш Камурзуев. И до 19 часов, если вы помните, у нас общественные места только могут работать. Кафе, рестораны до 19. Поэтому они будут очень четко, жестко, и там достаточно серьезный штраф. Поэтому надо эту работу тоже вместе на местах тоже вот продолжить. Далее было отмечено, что органам местного самоуправления и ресурсоснабжающим организациям Ингушетии предстоит до 1 февраля внести сведения о жилищно-коммунальном имуществе в государственную информационную систему, а также информацию об авариях и инцидентах на объектах жилищно-коммунального хозяйства республики в автоматизированную систему реформы ЖКХ. Далее Асканова, Ахмед Парчиев, Лолита Льянова, Новости 24.